такие присоединились, не успели станцевать. Мы заволновались. Ребята, идемте немножко двигайтесь к нам сюда поближе, чтобы быть с вами вот в этом творчестве. Давай, представляй скорее наших гостей. Ну что, ансамбль народного танца «Шатлык» сегодня в нашей студии, а именно Айнур Мулаяров. Где у нас Айнур? Привет. Вот он, так. Юлия Ахметова. Вот она, красавица Алсу Валинурова. И, конечно же, Алексей Севастьянов. Ой, Доброе утро. мы кого-то не назвали. Так, ну вот, кто у Айгиза меня Такалова. будет? Так, Алексей, называйте, кто еще с вами. Айгиза Такалова. Да, Вот. привет. Теперь будем всех знать. Теперь по да, лицам. тебя больше всех запомню. Ну, надо сказать о том, что лауреаты Республиканской студенческой весны, обладатель гран-при в танцевальном направлении 7-го открытого фестиваля студенческого творчества высших учебных заведений Минсельхоза России на волнах Егидель 2019 ансамбль народного танца «Шатлык». Ух, как много всего. Я думаю, сейчас разберемся. Рассказывайте, как давно ваш коллектив существует? Коллектив существует очень давно. Это один из старейших коллективов Центра эстетического воспитания Аграрного университета. В следующем году мы будем праздновать 55 лет. Ваш коллектив, да? Какая золотая дата. Обалдеть, слушайте, ну это вообще потрясающе. Да. За это время коллектив успел побывать даже за пределами России и во многих городах Российской Федерации. Вот, множество наград имеет. И вот самая последняя награда — Это сейчас вот в руках вы держите, да? Это награда Российской студенческой весны, которая прошла в начале сентября в городе Ростов-на-Дону. И наши ребята стали лауреатами первой степени в номинации «Народная хореография. Непрофильные коллективы». О, мы вас поздравляем, это здорово. Браво, это действительно, мы вот просто гордимся, ребят, вами. Но такую красоту, таких мальчишек нельзя было, мне кажется, обойти и не наградить. Как это было? Вот мы немножко пообщались уже с участницей, да, с Гульнарой, она в вокале выступала. Что было в танцах? Серьезная была конкуренция? На самом деле конкуренция была очень серьезная, было очень страшно, было очень волнительно, но мы сплотились с коллективом, мы заряжались друг от друга, и, наверное, то, что мы семья, и это нам помогло выиграть. Да, можно стать частью вашей семьи, как-то присоединиться к вам тоже, начать танцевать вместе с вами? Конечно, можно. Нужно поступить на очную форму обучения в Аграрный университет и прийти в Центр эстетического воспитания. То есть, а вот так вот просто не возьмут? Ну нет, у нас для студентов Аграрного Только для университета. студентов. Вот Да. так. Так что хотите танцевать в классном коллективе, поступайте в Аграрный университет. Всероссийская студенческая весна. Помимо того, что это был конкурс, это были выступления, что еще было интересного? Общение, мастер-классы. Потому что, ну, я знаю, такие мероприятия делаются очень хорошо в нашей стране. Что запомнилось? Вот, наверное, такой вопрос у меня будет. Наверное, запомнилось больше всего открытие фестиваля. Так. Открытие фестиваля было просто нереальное, потому что было большое представление, выступали и народные коллективы, и певцы, и ведущие были из импровизации как раз-таки. Салют, это было вообще очень классно, было очень эмоционально. Большая была сцена, мы сидели и не знали, на что смотреть. Все открытие, у нас вообще мурашки с нашего тела не убегали. Наверное, тут уже как тоже вот руководитель это вдохновляло, да, то, что вы видели, может быть, на будущие постановки какие-то, это же всегда очень здорово. Да, но у нас непосредственные руководители народного ансамбля народного танца «Шатлык» Анастасия Викторовна Нагеева и Фархад Салаватович Хакимов. Передаем им привет. Да, Передаем им, конечно. конечно, привет. Вот. Но мы следили онлайн за всеми днями, за всеми конкурсными днями, и за открытием, и закрытием. Ну, кстати говоря, мы еще гордимся тем, что наших ребят пригласили на гала-концерт закрытия этого фестиваля. Да, и они танцевали вместе с хореографом Цорном, если я не ошибаюсь, правильно? Вроде да. Да. То есть постановка была поставлена им, да? Нет, они свой танец танцевали, и он подошел к ним и сказал: я хотел бы станцевать вместе с вами ваш башкирский Мы бы тоже танец. хотели с вами, честно говоря, станцевать. Так, да? давай! А давайте, вот прямо сейчас, если импровизацию, Давай музыку мальчишек украдем у девочек. с ними станцуем. Да, и Давай. станцуем. Я не знаю, что из этого получится. Давайте. Идем, так, давай, убираем. Девчонки, можно попробуем с вашими мальчишками, потому что девчонки уже показались. Так, вот я выбираю. Можно я сегодня Ага, вот ты выберу? как, да? Я даже немножко знаю, я могу вот так встать. А вы мне... А, то есть мы такие, да, будем танцевать? Да, Ну мы давайте. прямо башкирский танец. Нет, может, парой встанем с вами или как? Вот я знаю, что в башкирском танце, девчонки, правильно я показываю, да? И мы давайте по кругу сейчас пойдем, вот так вот сделаем. Это как, вот так вот, да? Ну, можно. Все. Переменным ходом нам подсказывают. Все, я готова. Вы готовы? Да, Готовы? поехали. 3:15. 3:15. И... Ой. А куда идти? Юля затанцевала
какие-то уже немножко другие танцы. Ну, девчонки, нам, конечно, с вами не сравнится ни в коем случае. И вот отсюда вопрос. Постановка башкирского танца, это же очень такой... Ну, момент очень тонкий, да, там же все надо... Кто с вами занимается этим? Отправляем вас все на место. Ага. С нами занимается Анастасия Викторовна, наш руководитель, и Фархат Салаватович. Именно они нам именно вот показали всю народность башкир, чтобы мы передали, чтобы мы приехали в Ростов-на-Дону и передали свою атмосферу, именно национальность башкирского народа. Ну, дали школу народного танца Да, Анастасии вот, Викторовны и это же Фархат Салаватович. очень важно. Да, потому что Анастасия Викторовна в свое время танцевала в Мирасе, она у нас награждена почетной грамотой правительства республики. Фархат Салаватович еще действующий артист ансамбля имени Файзи Гаскарова, поэтому школу давать есть кому. Да, Это ребят, точно. ну это тогда действительно ваша, наверное, это была заслуженная победа. У меня все-таки еще вопрос, я не могу. Так. Башкирский танец танцевальная республика Башкортостан. Какая народность, может быть, запомнилась больше всего из коллективов? Что еще? Было что-то еще народное прям такое? Да, выступала Алания, горский танец, мужской горский танец. Вот, да. Это было тоже зрелищно, очень эмоционально. Они передали тоже свой народ. Это тоже было очень классно. И еще были русские танцы. Это вот все, что мы успели посмотреть. Ну, я считаю, все-таки, поскольку мы живем в нашей республике, да, призываю всех учить башкирский танец, потому что, помните, в прошлом году, по-моему, да, Ради Хабиров запустил конкурс, нужно было башкирский какой-то танец танцевать. Я пыталась в нем принять участие, правда, но из-за вот незнания, да, неопытности своей говорю, давайте учить вместе танцы башкирские, и потом выступать здесь на всей Уфе. Ну да, ребят, спасибо вам большое, что это утро встретили с нами, что поделились своей победой. Это всегда очень важно, заявлять о себе и гордиться тем, что вот такие коллективы существуют в нашем городе, в нашей любимой Уфе. Еще и 55 лет будет юбилей. Слушайте, это вообще... Готовьтесь, в общем, мы ждем, прям вот целый эфир посвятим вашему коллективу. Договорились?